проповедовала Евангелие, люди добрые, как люди нуждаются в Слове. И я искала Беркут по всей территории, но он удрал куда-то. Я говорю, люди, мне Беркут надо, я хочу, мне слово было. Знаете, как Иоанн Креститель крестил, и пришли вояки, и он говорит, они спрашивают, а что нам делать? Они знают, что они, люди с плохим отношением ко всему. И я им хотела сказать, он сказал, не делайте более того, что вам надлежит делать. Но я их не нашла, слава Богу. Я вчера была на Майдане, слушайте, это кто думает, что это мятеж? Нет, это не мятеж. Каждый человек по Конституции имеет право сказать свое слово. Это очень мирная акция. И было вначале за ЕС, но так как поступило правительство, то оно спровоцировало то, что спровоцировало. И опять же, слушайте, людей много верующих там, людей много жаждущих там. Я проповедовала вчера в Могилянке, я их раньше блины им отдала. Галина Емельяновна напекла такие большие, они стоят возле поштампа, там много молодых. Я говорю, вы откуда, с Могилянки? Я говорю, ладно, давайте. И я им отдала блины, я говорю, хлопцы, теперь стройтесь, я буду вам проповедовать слово, я вам что-то скажу. И слушайте, сколько там мух в голове и тараканов. Это не осуждение, просто людям никто не говорил об Иисусе, это правда. Они все приезжие, они не киевские все, они все приезжие, очень нуждаются. Там такие вещи, что... Вот. А свои блины я отдала казакам, тоже им Библию подарила, хлопцам. То есть я призываю вас. У меня есть газета, и тут много, это надолго. И тут много нужды, очень много нужды. И эта нужда оправдана. И так как мы на этой земле, и Бог сказал, я поставил на стенах твоих Иерусалим, а мы говорим на стенах твоих Киев, я молюсь этой молитвой сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Ну и дальше очень интересные места Писания, но я не буду говорить. Знаете, наша задача молиться. Я ходила по Майдану, молилась, я проповедовала, я делала там того, а делала того, взяла вещи, потому что вижу, где чего как. Говорила там и с этими из штаба. Ну, в общем, мы не можем быть совершенно безучастными и искать причины, чтобы не пойти, потому что это мятежники. Нет, это не мятежники. Мы имеем право. Если правительство отвергает народ, то вот. Я хочу еще, знаете, что сказать? У меня было такое, я вот как вроде бы молюсь. Когда я пришла первый день с Майдана, я села молиться детям, читаю Библию, они говорят, бабушка, ты куда смотришь? У меня такое пришло желание, знаете, такой вот встал, вот сейчас бы пошла на эту трибуну, которая там, и бы рассказала о Боге, и помолилась вот той молитвой согласия, которой мы молимся каждый день, у кого есть, если нет, то подойдите, я вам дам эту молитву согласия за правительство, за народ, за спасение и за церкви и так далее. И мне так захотелось, чтобы кто-нибудь пришел из пастырей или из других, в общем, тех людей, которые верующие, стали за микрофон, рассказали людям о Боге, помолились молитвой и привели к покаянию весь народ, чтобы народ покаялся в своих грехах и всех своих беззакониях, которые он творил, потому что это тоже имеет очень значение для того, чтобы Божья рука действовала на нашей земле. А то, что Божья рука на нас, это я знаю. Мы тоже знаем, да, что Божья рука на этой земле. То благословит вас Господь и сохранит вас всех на том месте, где вы находитесь. И у меня есть вот газета, тут перечень всех нужд в конце. Если у кого сердце открыто, почитаете и что-то сделаете для людей. Но идти надо. Сегодня Вичи в 12 часов народная, там ожидают больше 1 миллиона народа. Из Варшавы едут, в общем, я информацию получила. Будьте благословенны.